Кстати, какие именно растения, в том числе и водные, наносят вред здоровью человека, теперь можно узнать из нового сборника. Буквально недавно вышла в свет черная книга. Что это за издание и о чем хотели рассказать авторы в материале Марины Канадаковой. Своего экземпляра кандидат биологических наук, преподаватель ХГУ Евгений Анкипович ждал самой зимы. И вот, наконец, он в его руках. В черной книге более 50 видов, которые вредят не только человеку, но и самой планете. Это агрессивные растения и деревья, которые подавляют своих более слабых соседей и быстро размножаются на новой территории. А началась эта эпопея с борщевика сосновского и амброзии. Первая вызывает у людей ожоги, вторая – сильнейшую аллергию. Они опасны настолько, что подлежат немедленному уничтожению. В России их распространение началось с европейской части и уже накрыло Урал. До Хакасии борщевик и амброзия еще не дошли, но и у нас есть свои вредители. Вот такой пример, его все жители Абакана, скорее всего, знают это растение. Ячмень гривастый, он у нас встречается по газонам. Это родина этого растения, Северная Америка. К нам в Сибирь попал в начале 20 века. Ведет себя очень агрессивно. То есть, если оно попало куда-то на клумбу, на садовый участок, на дачу, то оно постепенно начинает вытеснять те растения, которые здесь именно жили раньше. А еще есть сорняк, синяк обыкновенный, элодея канадская или водяная чума, которая крайне быстро заселяет озера и реки, и болиголовник. Он активно разрастается на севере республики. Всего в черную книгу занесено 35 растений и деревьев Хакасии. Все они когда-то были занесены в наш регион, успешно здесь прижились и теперь выдавливают полезные для экологии виды, тем самым ухудшая качество воды, почвы и травяного покрова. Есть в черном списке и совсем неожиданные экземпляры. К примеру, обыкновенный вяз, которого в Абакане можно увидеть на каждом шагу, не так безобиден. В Сибирь дерево привнесено извне, но хорошо здесь прижилось. А между тем вязы подвержены грибку. И, как считают ученые, им поражены практически все взрослые деревья в городе. Поэтому им нельзя позволять вырастать выше 3 метров. Именно из-за грибка древесина становится сухой и при сильном ветре грозит обрушиться на головы прохожих. Так что коммунальщики совершенно правы, когда обрезают вязы и фактически превращают их в кустарники. Вот так знания ученых о пользе и вреде растений полезны не только в плане экологии, но и для повседневной жизни человека. Ученые надеются, что их труд будет востребован у природоохранных органов власти. Цель издания этой книги и была, чтобы отследить и поставить вопрос об этих видах, которые могут в будущем быть очень негативно воздействовать и на окружающую среду, и на место обитания, место жительства человека. Впервые вносить растения в черную книгу стали в Европе. Теперь этот опыт перенимают отечественные ученые. Причем издание пока готовится по федеральным округам. А когда будут собраны все данные, то их объединят в общую черную книгу флоры России. А пока ознакомиться с опасными растениями Сибири можно в библиотеке ХГУ. Там хранится единственный экземпляр издания.